мытье человека – это обязанность. Каждому мусульманину обязанность мытье умершего мусульманина. Поэтому мы должны это знать. И человек, который моет мертвого человека, он должен быть ответственный тоже. Как ответственный, например? Который делает свое дело правильно, по правилам, хорошо, а не так, как попало. Нельзя такие вещи делать. Поэтому умер свой родственник, например, тебе самому лучше мыть этого человека. Не позвать чужого человека. Лучше самому мыть. Даже мы знаем, муж имеет право мыть свою жену, жена имеет право мыть своего мужа даже. В остальных случаях, конечно, женщину мыть право не имеет мужчина. Категорически. Если там какое-то исключение, не нашел никого нет, в пустыне попал там, одни остались, один мужчина, одна женщина там умерла, эта женщина придется ему помыть это. Это исключительные случаи такие. А так харам, нельзя. Мужчина моет мужчину, женщина моет женщину. И родственник ты должен сам мыть. Поэтому ты должен быть уже готов к этому. Ответственность еще бывает, у мертвых людей бывает много чего, чтобы вы знали. Мертвый человек становится иногда черным, становится синим, становится белым, бывает кровь, бывает челюсть как-то сломана, там, например, авария попал человек, или расстреляли, убили. Много чего бывает с человеком. Бывает много грязи, которая выходит из человека, который умер. Вот это все, чтобы мог человек терпеть сам. Моющий человек должен таким, чтобы он смог потерпеть это все. Мой, который может терпеть это все на себя. Увидел этого человека, чтобы обморок не попал это тоже. Душа должна быть здесь, сердце хотя бы чувствовать. Бывает такой человек, мусульманин, который не может резать курицу, боится. Ты как будешь мыть мертвого человека? Ты представляешь себе это? Как ты будешь? Вот оттуда начинать надо. Сперва курицу порежь дома. И чтобы скрывал недостатки мертвого человека. Категорически запрещено разглашать недостатки мертвого человека, которые ты увидел при нем. Понял? Ты можешь много чего увидеть там. Разглашать недостатки мертвого человека харам, нельзя. Как и живого человека. Как Ибн Умар сказал, это тоже, Абдуллах ибн Умар, надо дать мыть мертвого человека или позвать человека, который моющего, которого вы доверяете и скрывает недостатки умершего. И пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисе, который говорится, если человек помыл мертвого человека и не разглашал его недостатки, Аллах ему прощает грехи, 40 грехов. И имам Хаким сделал этот хадис. Поэтому это большое вознаграждение получает за этот человек. Конечно, если бизнесом не занимается. Бывают такие моменты, когда люди, это нехорошо. Использовать шариат для бизнеса это нехорошо. Это очень плохо. Нельзя такие вещи делать. Например, я пригласил тебя помочь человеку своего. Да, я дам тебе от себя что-то даже. Это садака будет с моей стороны. А сказать, ты мне должен 10 тысяч рублей за мытье этого человека или нет, я не буду мыть этого человека. Это что такое? Это не нрав мусульманина. В сегодняшний день я видел таких тоже. Таких тоже встречал я. Мне 20 тысяч дай, потом помою. Это что такое? За деньги продаешь свою честь и религию, да? Да, ты имеешь право, я ничего не говорю. Ты имеешь на это право. Но из-за того, что право имеешь то, что мы не имеем права, что можно что ли делать. Такое же не бывает. Например, я вам расскажу.
вот те люди, которые умирали от коронавируса. Их тело часто бывало такое сильное, такое, становилось сильным, становилось умершего человека тело. Почему? Потому что, говорят, там кровь, что ли, густым становится у них. Я то сильно было вот эти места, спереди и сзади, вот эти места, именно такие сильно более такой темный. Такие моменты Биль-Айн рассказывать именно такого человека, что-то было, нельзя рассказывать. А вот таких обществах, чтобы люди поняли, что бывает в общем, конечно, можно. Проблема нет в этом. Так, умер человек, давай мой Шарипов. А? Ложись. Умерший человек, например. Обязательном порядке. Обязательном порядке. Я специально с собой взял эту вещь. Вот без перчаток, без перчаток, голыми руками тело мертвого человека мы не трогаем. Понял? Обязательно надеваем перчатки. Одели перчатки. Это все запоминает. Вам кто знает? Вам придется это все сделать. Сегодня возьму я отсюда любого человека, сказать, пошли эту пятницу, у меня мечеть будет хутбу сделать и совершать джум'а намаз, кто сможет? 2-3 человека сможет. Это Умар, а куда ушел? Почему? Потому что еще не готовы к этому. Да, мы здесь молимся там впереди. Это не такой джамат, как там сзади. И еще одели перчатки, у умершего человека мы ничего не режем. И ногти, и волосы, ничего. Если вдруг мы должны проверить, есть ли ногти на этом человеке. Если есть под ногтями грязь, зубочистки не смысл. Эту зубочистку убираем эту грязь, чисто. Под ногтями грязь не оставляем. И ноги, и руки. Чистим грязь в первую очередь. Почистили, все нормально. Это тоже выбрасываем мусор. Одеваем маску. Это для чего? От умершего человека бывает запах. Вот этот запах не почувствовал. Неприятно бывает. Например, когда, если вдруг будете вы там убитого человека или человека, который попал в аварию, он будет течь кровью. У него кровь не будет останавливаться так быстро. И не останавливается. Ну, со временем 1,5-2 часа, 3 часа тоже уходит. Не останавливается кровь. И вот этот запах крови иногда дает на голову точно. Это запах крови, очень такой запах бывает крови. Поэтому можно использовать не такие эти маски, бывают специальные маски, чтобы не чувствовать этот запах. И еще мытье человека с головы вниз – это сунна, а не фарж. Поэтому, если вдруг у человека челюсть сломан или отсюда где-то пуля попала, ранен он, кровь течет с головы, не останавливается, можно развернуть его туда. Здесь обычно бывает дырка, например, где вода выходит оттуда. И вот здесь внизу, где вода выходит, надо ставить, если мы моем человека дома с кувшинами, обязательно 2 кувшина надо приготовить. 2 кувшина. Здесь тазик большой. В тазике ведро вставляем туда. Еще ведро здесь рядом тоже. Почему? Вот это ведро заполнилось, сразу вылить и это поставить туда. Тазик, чтобы не пачкали весь этот дом. А кувшин и ведро. Там уже тебе помощник тоже нужен будет.
Где моют человека, умершего человека, не должно быть человек, который моет, и мы ему помогаем. Или один, или два человека. Все. Остальные все на улицу. Никто там не нужен больше. Хоть вам скажет, давай я... Не надо ставить. Если вдруг захочет человек учиться, вот его можно, конечно. Хочет человек научиться, мы человек, его оставить, проблем нет. Пусть он будет помощником вторым или первым. Даже зачем нам лишние люди не нужны, там, лишние глаза ни к чему там. И два кувшина и ведро. Вода должна быть не теплая. Холодной водой моем мертвого человека. Не теплой водой. Почему? Потому что и так, мертвый человек, души нет уже. И он начинает там запах выделять. Если мы моем еще его теплой водой, еще хуже будет он выделять запах от него. Поэтому надо, чем холодная вода, это лучше будет. Обычно холодной водой с крана моем мертвого человека. Хоть зима, хоть лето. Кувшин наполняет тебе один помощник, ты моешь, закончил один кувшин, дал ему, наполненный взял, ты моешь. Вот так, чтобы не прерывать процесс. Два кувшина, ведро, а другой помощник ведро будет таскать, а другой наполнять, а ты спокойно моешь человека. После этого с мертвого человека мы снимаем полностью одежду. Можно резать одежду, проблем нет. Взял, как называется? Ножницы, порезал всю одежду, снял. Аурат надо закрыть обязательно. Аурат посмотреть мертвого человека категорически запрещено. Харам. Аурат от пупка до колена закрываем. Например. Вот так закрываем, все. Вот так закрываем. От колена до пупка. Вот это у нас закрыто. Полностью одежду снимаем. Ничего не оставляем на него. Начинаем мыть. Намерение, чтобы мыть фарз, намерение сделать мыть мертвого человека, это мы знаем, шафетский мазхаб, это не обязательно. Помыли человека там в морге, русский кто-то, например, кафир. Даже это хватает шафетский мазхаб. Даже этого человека они помыли, как надо, все помыли, они его, это даже хватает нашему мазхабу, проблем нет. Но наши люди моют все равно как-то. Литиминан, да, моют наши люди, не доверяют им. Просто не доверяя им, наши люди все равно заново моют здесь. И нечего удивляться. Например, человек с Москвы приходит сюда, в Москве умер человек. Они обязательно его откроют. Посмотрят внутрь, закроют, будут шить потом. Вот спереди, вот отсюда, полностью режут на этого человека. Шьют обратно. Я не знаю, сейчас органы снимают, не снимают, этого я не знаю. Отсюда голову, то есть сзади, открывают и обратно шьют. И они его замерзают, это все место. Весь человек бывает, когда даже к нам приходит сюда, через сутки доходит до нас этот человек. Тогда даже этот человек бывает такой холодный, что когда ты его трогаешь, через перчатки, через носки, которые ты одел на свои руки, ты чувствуешь этот холод. Ничего такого нет там. Как обычно мы моем, так же моем этот человек тоже. Перед чем мыть человека, одеваем носки лучше. Бывает, можно перчатки тоже. Я одеваю такие обычные носки наши, на руку, вот, на левую руку. Это легче для меня снять, выкинуть. Снять, выкинуть легче, чем перчатки вот так одевать, это все. И мылом мыть тоже это хорошо. С носками, носки. Поднимаешь, помощник пусть будет. Чуть-чуть приподнимаем. Чуть-чуть вот так приподнимаем. Вот так приподнимаем человека, прежде чем мыть. И давим его на живот. Вот это место, где желудок. Давим и вот так сделаем. Сделаем вот так. Поняли? Для чего это? Для чего? Чтобы, если вдруг остались нечистоты у него в толстом кишке, чтобы они вышли. Или моча, или кала.
чтобы вышло это все. После того, как мы помыли этого человека, поставили там саван, потом выходит это все, если мы так не будем делать. Потом тебе придется, дорогой мой, снять это саван, заново помыть этого человека. Ты понял? Чтобы этого не было, вовремя надо почистить. Давишь на живот, поднимаешь чуть и давишь на живот, так делаешь. Как массаж делаешь вниз. И она выходит, если есть там. Если нет, не выходит. Если есть, выходит и хорошенько помоешь это место. Его аврат. Понял? Моешь хорошенько его аврат. Вот левой рукой мы моем этого человека. Вот помыл хорошенько вот так. Вот так сделал, вот так помыл, вот так сделал, и вот так отсюда сделал воду туда, и помыл хорошенько снизу. Эти носки, которые мы помыли аврат, выкидываем в мусор. Выбрасываем. Они уже иначе сводят. Одеваем заново эти носки. Вторые. Начинаем мыть с головой. Одни делают омовение. Ну, омовение мы знаем. Аль-Гусл Акбар захватит в себе это омовение тоже. Даже все это написано. И так это, если мы гуслу делаем у него, и так омовение тоже бывает у него автоматически. Поэтому мылом, прежде чем мыть мылом, 3 раза мыть, это мы знаем сунна, даже витру сделать, кроме те, это сунна. Сперва обычной водой моем голову, потом правую сторону спереди и сзади до конца, потом левую сторону и спереди и сзади вот так до конца. Прошелся обычной водой, чистой водой. Сейчас взяли мыло. Лучше будет, если будет этого человека дома, или же там, где мы моем, мы найдем. Бывает вот такое мыло, бывает жидкое мыло, которое, когда нажимаешь, или жидкое мыло, или же которое дает вот эту пену, когда нажимаешь. Такие есть сейчас. Это еще лучше будет. Чем взять обычное мыло, мазать, тоже можно, проблем нет. А вот это жидкое мыло, оно лучше будет. Сделал везде, и на голову тоже сделал. И вот так повсюду, везде надо мазать. Чем запах красивее, тем лучше. Мыло, чем запах красивее, тем лучше будет. Поэтому надо выбирать тоже мыло, чем запах красивее. Полностью везде, и аврат везде помазал этим мылом. Мы сперва мажем вот это везде. Многие аврат в конце оставляем. Когда дошел до аврата, лучше будет, если там будет вот эта мочалка, на русском как будет? Губка. Если там будет губка, это еще лучше будет. Вот поставил губку вот здесь, одержал губку, и на нее сделал мыло, или мыло сделал, хорошенько сделал там, чтобы пена ушла, и этим хорошенько помыл его аврат, и вот так поднял ногу, вот так помыл, чтобы ты не увидел его аврат. И посмотрел на аврат, надо мыть хорошенько. После этого тоже выкидываем. Еще носки бывают. Или еще эти перчатки бывают там на терчике. Одел, начинаешь мыть. Начинаешь с головы. Намерение делаешь, я намереваюсь совершить гусл этого мертвого человека. Все. Помыл полностью рот и нос. Воду нельзя делать. Категорически. Не вот так, закрываем вот так рот и нос тоже держим, чтобы вода не попала туда. Хорошо, вот смотри. Вот так и вот так можно это все держать. Оба вместе. И помыл лицо. И грубо обращаться с мертвым человеком нельзя. Ты бы хотел, чтобы с тобой грубо обращались? Нет. Вот как ты захотел, чтобы с тобой обращались, вот так и надо с мертвым человеком обращаться. Это все время занимает, сколько времени? Час. Час занимает это все. 1 час. Помыл хорошенько, уши, везде помыл. Как мы сказали, с правой стороны сперва руки, пальцы, между пальцами. Если есть ногти,
между ногтями там воду, чтобы прошла чуть-чуть хотя бы. Сделаем везде, моем правую сторону, потом левую сторону. Правую сторону, левую сторону в конце и аврат. В конце аврат. Помыл хорошенько в конце аврат тоже там же. Мы же ее мылом помыли. Это мыло смыть надо было. Смыли мыло, вытащили, выкинули тоже. Сейчас мы уже нам не нужны на третий раз. Третий раз мы просто чистой водой смоем человека. Так же. Сперва голову, потом правую сторону до конца, потом левую сторону до конца и снизу и сверху. Сперва у головы не бывает правая и левая сторона. Голова в общем моем. Потом правая сторона. Также вот так отсюда тоже. Вставляем. Левую сторону помыл. Вот так поднимал. Помощник бывает рядом. Поднимал. Помыл. Поняли? Перчатки обязательно. И вот так ноги тоже. Все закончилось. Вот закончилось. Чистым, готовый человек у нас есть. Сейчас что делаем? Оставляем этого человека высушить. И там бывает, например, мотельчик или что-нибудь там савана, и савана можно порвать кусок какой-то и вот так аккуратно высушить этого человека, которого мы помыли. Высушить аккуратно можно. Вот помощник этим занимается, он занимается, или полотенце можно, если есть полотенце, проблем нету. И вот это вещь не обязательно, чтобы полотенце было. Вот сауна же бывает там, сауну можно порвать, столько и закрыть аврат. Закрыли аврат, оставили высушить. Это все время занимает, так сказать, час. Потом готовим сауну, пока он там лежит. Мы готовим сауну. Ну там лежит человек, готовим сауну. Это можно на полу готовить. Я хочу, чтобы вы увидели это все. На полу готовим сауну. Сперва первый, вот так. Вот специальная вещь, которая сыпает на сауну. Специальная вещь бывает, которая сыпает на сауну. На рынке продается с запахом таким. Вы знаете, наверное. Чайник говорим нашим. Кто помнит? Хорошо. Это такой вещь бывает с запахом таким специальный, который сыпает на сауну. На первый сыпал, взял второй. Второй тоже застелили. И третий тоже. И сюда на третий тоже сыпаем этот специальную вещь с запахом. Потом вот бывает вата. Специальные ваты бывают такие, вы видите, наверное, широкие такие. Специальные ваты бывают, медицинские. Ими надо такую вещь сделать для аврата, чтобы закрыть ее. Такой. Вставляем вот здесь середину, примерно. Где будет аврат мертвого человека, примерно. Эту вату сделаем такая вещь. Поняли? Чтобы, когда вставляем человека, вот так закрыть между ногами его аврат. Кстати. Мертвый человек забирает 2-3 человека там мужчин. Вот она. 2-3 человека нужен будет уже тебе. Помощнику, чтобы поднять его. Вот так, например, вот так лежит мертвый человек. Ты можешь вот так взять его. Вот так взял, вот так отсюда. Вы не думаете, когда живой человек, не такой тяжелый бывает, когда мертвый, как мертвый. Мертвый человек очень тяжелый бывает. Один держит вот отсюда, вот так голову тоже вот так держим. И вот отсюда, вот эту руку, и вот эту руку. Вот так уже ты поднимаешь его. Отсюда. Второй человек ноги держит,
поднимает. Третий вот отсюда вставляет туда, чтобы дать. Легче будет. Троим легче будет, двоим это очень тяжело будет поднять. Если, конечно, человек слишком худой, ничего нет, 2 человека можно не оставить. Бывает такой человек, такой с телосложением, жирный, такой тяжеловесный, например. 3 человека не можете его поднять. Это нелегкая задача, как говорится. Там 4 человека нужно будет. Один с этой стороны, вот здесь, вот в середине держать. Второй, вот здесь, за сауну. Чтобы когда он будет подать его сюда, вот так, чтобы его держать сразу. Чтобы он не упал. 2 человека отсюда не сможет его держать просто. Там 4 человека нужно будет уже. Мы же сказали, вежливо надо обращаться с мертвым человеком. Поэтому, когда вы вставляете с ванной на саван человека, вызовите 4 человека. Лучше будет. Один отсюда подержал, другой отсюда, третий вот отсюда, 4 вот с той стороны руки подал, чтобы его взять. Аурат обязательно закрытый должен быть. Обязательно в порядке. Всегда. И поставили на саван человека. Вот как я сказал, вот эти. Это, конечно, маленький, вот это чуть большая должна быть. Чтобы подниматься. Вот так, например. Вот так закрываем аурат. Поняли? Закрываем аурат. И это тоже хотя бы до пупка было снизу тоже. До пупка. Снизу вот так, до пупка было, и тоже вот так. Мы аурат закрываем вот так. Еще не снимаем, это верхняя вещь. Это тоже аурат. Делаем миски бывает там хорошими запахами. Мажем нам на голову там, на бороду, потом на шею, на руки, на ноги, вот так мажем миск. Красивый запах выделял от мертвого человека. И еще, если есть там дезодорант у этих людей дома вот так дезодорант делать тоже можно, чтобы запаха не было у мертвого человека. От мертвого человека запах бывает, мы сказали. Чтобы не было этого в доме, тоже делаем красивый запах. Сейчас начинаем закрыть этого мертвого человека. Все мавсели, вот эти суставы, везде, где есть суставы, это надо заворачивать в этом вату. Вот эти места, вату поставил, вот здесь поставил вату, вот здесь поставил вату, вот здесь, везде. Понял? Это потом, под концем покажем. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, между пальцами рук, тоже вставляем, в уши, тоже вставляем. И нос, и зубы, мы сказали, не моем. Просто, вот сейчас в конце можно, или же там в ванной даже можно взять мокрую, чистую там тряпку и вот так помыть зубы. И нос тоже, если есть грязь. Или вот, знаете, ухочистки, как называют их? Вот ими, вот этими вещами, палочками можно нос чистить и зубы тоже чистить вот так. Просто помочил ее и почистили все. Проблем нет. Вот так вставляем руки. Правую руку на левую руку. Левая внизу, правая вверху. Вот так. Если они не держатся вот так, можно завязывать их. Взял там маленькую наручники. Вот от савана, вот здесь бывает, например, вот это место, край. И хана порвал, и вот так завязывал эти руки, если они не держатся вот так. Они нам будут мешать, если они не будут вот так держаться, в саване вот закрыть. Мешать будут эти руки. Завязал их чуть-чуть, один узел сделал, все хватает. Потом, вот здесь тоже, вставляем также между ногами, вот здесь, вату. И закрываем саван. В саван мертвого человека. Как? Вопрос. Почему вы сняли? Как нам пришло? 1000 минут, 30 минут. Закрываем сперва левую сторону. Сперва левую сторону. Сюда. Лицо открыть наставим. Сперва левую сторону закрываем хорошенько. И эти ноги рядом, чтобы были. Вот так. Поднимаем чуть-чуть. Вниз делаем.
И вот так. И потом в правую сторону. Также. Поднимаем ноги вот так. И вот так вниз делаем. И посмотрите. Сауна в ширине. Там должно быть метра полтора даже. Метра полтора. Метру не хватает для человека. Конечно, ребенок закрыть хватает, конечно. Вот нормального пожилого человека закрыть метр ширины ватт этого самого не хватает. Там полтора метра нужно. И в длине можно посмотреть самим, сколько в длине человек. Вот измеру можно на него же это самое. Вот, чтобы отсюда чуть-чуть вышло, из головы тоже чуть-чуть, чтобы вышло. Держать надо еще. И вот так порезать. Или же можно порвать. Это когда режем, она ровно не будет идти вон. Сам. Ровно не режете. А если порвать, она ровно порвется сразу. Поэтому помощник бывает рядом у вас. Вместе с ним будет. Так, измерили саван, он держит отсюда, мы столько надо. Это 2,10, 2,20 бывает примерно длину. Это хватает человека. Порвал, последний, вот так делаем. Также и вторую тоже делаем. Это мы увидим, что они маленькие, видите? Здесь ничего не остается. Они должны чуть-чуть еще длиннее, чтобы были. И правую сторону также. Подними волосы. Вот так, молодец. Ты чуть-чуть учишься его. И это тоже. И третью также. Ничего такого нет. Трудно. И закрываем тело вот так. И со стороны ног, вот это место, держим вот так хорошенько и завязываем там чем-нибудь из этого. И сауна, каким-нибудь ниткой, что ли, что-нибудь взяли и завязываем его хорошенько. Поняли? И вот здесь середине тоже, где руки. Где руки. Вот отсюда вот эту веревку взял, потянул сюда, и вот это где руки именно, вот это место. И завязываем. Завязывать надо именно где левая рука. Вот здесь, в эту сторону, не наверху, не внизу, здесь, где правая, наоборот, где левая рука. Вот здесь должно быть у вас это узелок. Поняли? Вот здесь. Почему? Когда мы хороним человека, вот это место же наверху бывает. Вот это же внизу бывает. Как ты будешь снять вот этот узелок оттуда? Ее снимать не надо еще. Когда оставляют человека в могилу, их снимают, это все, вот эти веревки. Чтобы снять, чтобы вот здесь она наверху была, в этом месте. Сразу брал. И отсюда голову тоже вот так закрываем и завязываем это место. Все, алхамдулилlah, раббил готово. Готов человек уже. Потом лучше будет сразу же намаз делать. После того, как мы помыли человека, сразу делаем, давай, тут визжалку нам здесь уже. После того, как мы завернули в саван человека, сразу джаназа намаз делать лучше будет. Сразу. Сделал джаназа намаз. С теми, кто там есть, пошел, похоронил человека. Мы сказали, помню, если вы помните, вот в начале, если нечистот выйдет из него, испачкается вот этот саван. Испачкается она. Потом, если мы не сделали джаназа намаз на этого человека, нам придется это все снять. Для этого же это все. Если мы сделали джаназа намаз на человека, все проблема нет. Можно похоронить его так же. Но если снимешь, лучше будет. Если снимешь, лучше будет.
И также, если попался к нам человек, который расстреляли, убили, или же в аварию попал, у него, вы не думаете, что так быстро кровь будет останавливаться? Нет. Идет и течет этого человека, кровь, умершего человека. Из уха, из носа, или где его, из рта идет кровь потом. Если где-то есть дырки, пуль, например, оттуда будет идти эта кровь. Вот как остановить эту кровь? У нас, например, этих русских там, у них, конечно, специальные вещи есть. Они делают укол, все, становится эта кровь. У нас не бывает таких уколов. Сейчас нам что делать надо? Смотри, мы оставляем этого человека чуть-чуть. Надо оставить. Пока кровь горячая там, мы не сможем его остановить ничем. Пока оставляем, пусть лежит там час. Пусть лежит. Час полежит он там. И потом, когда остынет чуть этот кровь, потом мы можем потихоньку его остановить. Сможем. Вот взял вату, засунул в эту дырку, где или есть пуля, или же уши, засунул туда, или через рот идет. Конечно, сперва надо мыть полностью человека, прежде чем это все делать. Помыли мы человека, идет у него кровь еще. Полностью помыли, закончили. Все равно идет же кровь. Вот сейчас останавливают на кровь. Бывают специальные лейкопластыри. Лейкопластырь бывает без дырок. Лейкопластырь, вы знаете, что такое лейкопластырь? Такие большие. Перцовый пластырь, что ли, они называются. Перцовый пластырь, да. Они бывают с дырками тоже. С дырками, конечно, нельзя. Оттуда выйти будет кровь. Без дырок тоже они бывают, специально. Вот посушил этого мертвого человека, после того, как его помыли. Посушил, вот эти дырки засунули туда в дырку вату и сразу это прикрыло сверху. Все, больше кровь оттуда не выйдет. Она конкретно закрывает эту кровь и останавливает. А если голова, волосы здесь уже, здесь приклеить лейкопластырь, это нереальная вещь, невозможно. Это вот отсюда сломано, где-то или через уши выходит, она не клеится на волосы, эта вещь. Я попробовал, не получается. Тогда что нужно делать? Взял вату, полностью вот здесь поставил снизу вату, конкретно большую вату, такой слой хороший, где кровь идет, вот здесь уже поставил, например, или отсюда сломано, вот здесь тоже поставил. Надо уже закрыть его голову пленкой. Пищевая пленка, не бывает специально, вы видите, наверное? Пищевая пленка такая широкая, хорошая. Вот так мотаешь его голову этим, чтобы эта кровь не вышла на улицу, а и на самом выходит там. Надо это все сделать. Но прежде чем это все сделать, оставить надо хотя бы час этого все, пусть уходит кровь, то, что на нем есть. Это 3 литра крови, да? 3 литра у нас бывает. 3 литра крови, это немало вещь. Пока весь кровь выйдет, тоже не надо оставить. Зачем это не закончилось? Если у нас такие уколы были замерзающие, которые замерзают эту кровь, это все место, хорошо было. Но нет у нас таких вещей в следующий день, сейчас у нас в руках. Или в аптеке они так дешево не продаются. Поэтому вот так можно закрыть это место, откуда выходит кровь. Еще что осталось у нас? Если есть вопросы, или же то, если вы помните, что-нибудь я пропустил, задавайте. Смягчение суставов. Смягчение суставов, да. Смягчение суставов, прежде чем мы пропустил я тоже. Если не у всех они бывают жесткие, такие, не так замороженные таким человеком, не все бывают. Одни да бывают, не все. Большинство нормальных бывают суставы. Изгибаются, нагибаются, как хотите, можно этого человека, руки делать, ноги делать, проблем нет. А бывает так, как будто замерзший человек, вот так замерзший. А его руки, вот эти суставы, теплой водой. Взял теплую воду, вот это место, даже, которое мы можем терпеть на себя, горячую воду, налил этот сустав, она уже начинается потихоньку двигаться. Так, сделал, смягчил суставы, отсюда эти места. И если ноги вот так у него стоит, вот это место, вот так стоит нога, например. Не ровно, а вот так. Машина умер человек.
И налил эту горячую воду, вот так сделал, и сразу потом нельзя ее. Перед наливаешь аккуратно, аккуратно, и она выправляется. Проблем нет. Горячей водой можно это все делать. И мыть холодной водой. Мыть холодной водой. А если еще бывает родственники этого умершего человека, вот то, что мы сказали, 3 сауны хватает. Если вдруг приходят люди, скажут тебе, чалма тоже надевай на него чалма, на это самое, проблем нет, надень. Проблем нет. Значит, фуха есть, которые говорят, даже это одевать, даже суннаты, которые говорят есть. Проблем нет. Ты зачем ахеру умер человек, и что ты делаешь, там, лишний разговор, там, не надо, там, это не то место, которое глаза на сях, который делает. Глаза на сях, это отдельно от этого. Не в этом месте. После этого, остался это. Вот именно человек, который течет кровь, вот на него можно джаназа намаз делать не там же. Вот мы помыли этого человека, закрыли его, как мы смогли. Уже смотрим, нету крови, ничего нету. И как только мы закрыли его лицо вот этой пленкой и дырки закрыли, конечно, его надо мыть еще сверху. Вот то, что осталось, где попала кровь на тело его, это кровь смыть надо, конечно. Потом мы закрываем его полностью, закрываем, например, полностью этого человека, закрыли полностью, там же совершенно джаназа намаз. Совершили джаназа намаз, там же. У мужчин, мы сказали, мы знаем, джаназа намаз, когда совершает имам, стоит где голова, а у женщин где где будет бедра, вот это место, пояс. Совершил джаназа намаз, там же закрываем его просто и джаназа намаз делаем. Потом, после этого заворачиваем в сауну. Почему? Потому что по-любому может выйти оттуда кровь. Может выйти. Почему? Потому что человек убитый или в аварию попал. Мы еле как остановили его кровь. Когда мы заворачиваем его в сауну и носим его хоронить, и едем в какое-то село дальше туда, что думаете, не выйдешь ли у него кровь? Что как выйдет? Целая дорога там, это же мы не в колледж делаем, ему делаем. Просто закрыли это место. Оттуда может выйти кровь. Откуда-то. Поэтому сразу же надо сделать, потом там сразу похоронить. Если там человек видит, что вышла кровь, нету возможности снять сауну тоже, хоронить можно уже. А если есть возможности, такие возможности, там тоже снять сауну и заново почистить его, потом завернуть сауну, потом нахоронить, это уже, конечно, афдаль, лучше будет. Понятно? Есть еще вопросы? Вроде на столе оставляют, да? Просто вопрос. Да, и в рот только. Вот надо. А? Эти веревки, которые развязали Громко, саван. пожалуйста. Веревку, которую развязали саван, убирают. Да, убираем. Когда мы поставили человека, вот когда хороним человека, вот так бывает могила, да? Вот так. Поворачиваем в сторону кибли, вставляем человека. Даем вот отсюда, вперед головой. Когда мы даем человека в могилу, вот, пусть будет вот этот человек. Это лестница, которая, носилки, которые на нем лежит человек. Поставили вот эту сторону прямо, где могилу поставили, а эту сторону чуть-чуть приподнимаем. Чуть-чуть, не высоко, а чуть-чуть вот так. Чтобы его взять оттуда легче, чтобы было. Там в могиле тоже бывает 2 человека. Двое там бывают, которые хоронят человека. Взяли, один держит. Спереди бисмилля ва аля миллят расулилля. Там фишку у вас написано, все. Взяли, это держим голову, тот ноги и вставляем лахь. Лахь мы знаем, это со стороны кибли, там бывает специально делали место. Вот туда вставляем аккуратно этого человека. Правый бок вниз, левую наверху, поворачиваем в сторону кибли. Поняли? Вставляем и эти веревки снимаем. Должны сказать, снимаем и там же оставляем, проблем нет.
Все три. А если вдруг бывает человек, например, поломали ему ноги, оба ноги вот так, авария попал, ударились, поломались ноги, например. Это уже легче, чтобы было тем людям, которые будут хоронить, и завязывать лучше вот отсюда тоже. Поняли? Вот отсюда тоже завязывать лучше. Где поломаны ноги. Легче будет взять его. А то, если мы не будем завязывать, когда ноги будет держать, и спереди будет держать, он будет нагинаться потом. Эти поломаны ноги. Лучше завязывать сверху саван. Это место тоже. Поставили этот лахту и сверху вставляем, одни вставляют доски, досками закрывают человека, одни вставляют вот это кирпичи, одни плиты вставляют, да, горные вот такие специально бывают там, одни вставляют обычный кирпич, не красный кирпич, вот это саман, саман вставляют одни. Здесь скоро-то я видел тоже. Вот так закрывают человека, прежде чем сыпать на него землю. Поняли? И там же можно дуа тоже делать, просить Аллаха, чтобы Аллах отвечает, сделал его тоже. Сам может имам, который хоронит этот человек, сам делает ему дуа тоже. И выходит, и все. Сыпает его землей. А если человек бывает разорвало, по частям разорвали его? Например, если человека взорвали, или же человека там сгорел, у нас служит, там в гостиницу сгорели 2 человека. Полностью, 100% сгорели. Таких людей уже невозможно мыть. Таям не делаешь. Если есть возможность мыть какие-то части тела, моем, которые остались, те, которые не остались, это все, которое взорвался человек, собираем эти все части тела, и таям делается как можно. Как это возможно, вот так делают. И все. А вот те, которые просто ноги и руки отделили, зашивали, сам все ставили. Зашивать? Не нужно, да, просто он весь. Зачем? Ноги отошли, руки отошли. Даже сам оставляю. Сам вставляешь и все. Один из каждой ноги ставим. Вставляешь туда и все. Которые полностью сгорели. Сгорел тоже человек полностью, который сгорел, таям делаешь на него. А таям, который не делает. Для него делаете таям на руки, и на лицо сперва, и на руки. Все. Вот так. Только прах остался. А? От тела только прах остался. Ничего не делаешь, а ты похоронишь ее. Можно. Сало. А ты, например, так сделал. Например, если отсюда это, пробит живот, пробит, его можно закрыть как-то. Это уже проблема будет для вас. Пакет тоже можно. Но сам сделать лучше будет. Если есть такая возможность, закрыть это место, как мы сказали, пленкой, закрыть это все место сделать, поставить вот эти 2 тела. Вот верхняя часть тела и нижняя часть тела поставили вместе, как-то закрыть, если возможность будет, лучше будет, как сделать, самым заложнителем. Если не получается, что делать? Пакет поставил, как бы, специально бывает черный пакет. Закрывающий бывает специально. Он поставил, сверху можешь поставить салон тоже и для него, и все. Сверху этого пакета заворачиваешь его сам, и все, проблема решена. Еще один вопрос. Вот утонувший человек, у него вода остается внутри. Как его вывести на это? Если она не выходит, проблем нет. Если, когда мы давим на его живот, она если выходит оттуда или из рота, через рот, почистим ее и все. А если не вышло, это проблем нет. Так и можно хоронить, никаких проблем нет. Когда хоронят его кладбище мусульман хоронят. В другом месте похоронить нельзя. Человек, когда умер мусульмане, обязательно надо хоронить этого человека рядом, который находится в мусульманском кладбище. А причин бывает, что его хоронят.
какие учить нужно. Если кафир, нет, конечно, это не кафир, ты говоришь про мусульманин, не говоришь сейчас. Если он как жил, я не как похоронил, Это вопрос потом основной, не помню. На живот что кладут? А? На живот что кладут? Когда умирают, Когда вправо. ничего не надо ставить. Это ты имеешь в виду, например, когда умер человек, пока ты его помоешь, это все делаешь, он начинается вздутый живот, раздувать начинает человек, живот умер. На него надо ставить тяжелые вещи, а не стекло какое-то, да ты делаешь, уже это все. Тяжелую вещь надо ставить, чтобы не раздулся его живот. Тяжело вставляешь, и все. Если вздутий нету, ничего не вставляешь. Если вдруг вы увидите, что вздутий есть, тогда надо тяжелую вещь вставлять на его живот. И все. Чтобы не вздуло живот, и все. Конечно, слава Богу. А если омыли, и он попал, намаз делает, попал, Несуществующий вопрос, пожалуйста, не задавайте.